Как формируется республиканский бюджет? Какие поправки будут внесены в главный финансовый документ в связи с реализацией послания президента страны? Чем будет заниматься создаваемый региональный центр финансовой грамотности? Об этом поговорим сегодня с министром финансов Якутии Валерием Жандоровым. Валерий Алексеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Валерий Алексеевич, каковы основные исполнения госбюджета 2019 года? Да, по итогам 2019 года мы отмечаем полностью исполнение плановых назначений закона о государственном бюджете. Более того, доходы были исполнены с превышением на 1,8%. И мы закончили 2019 год с итогами 220 миллиардов у нас было доходов государственного бюджета и, соответственно, расходов 221 миллиард. То есть все социальные обязательства, выплаты, намеченные планы были исполнены. Более того, по итогам 2019 года был достигнут такой важный показатель. Нам удалось снизить и объем государственного долга на 1,5 миллиарда рублей, и он сейчас составляет 49 миллиардов. Если взять такой показатель, как долговая нагрузка, на наш бюджет составила 37%. Это хороший показатель, который позволяет нам оставаться в первой группе субъектов Российской Федерации с высокой долговой устойчивостью. Ну а как вообще можно охарактеризовать госбюджет на 2020 и 2022 годы? Да. На 2020 год первоначальный параметр у нас составляет 207 миллиардов по доходам и, соответственно, по расходам 208 миллиардов. Но сейчас мы рассматриваем поправки в государственный бюджет Республики Саха-Якутия, и уже в середине марта мы внесем в Государственное собрание ЛПМН, и там мы увеличим наши доходы до 219 миллиардов рублей, а по расходам на 224 миллиарда. Это выше расходы, чем 2019 года. И если упомянуть итоги 2019 года по расходам, то они были выше на 13 миллиардов по сравнению с 2018 годом. В этом году расходы также увеличены. Кроме того, поправки будут вноситься в части увеличения на сумму 12 миллиардов рублей. Это распределение на выравнивание энерготарифов, которые распределили субъекту в этом году. Немаловажным фактором там является, что в этом году на национальный проект у нас будет направлен 23,1 миллиарда рублей. Если в прошлом году мы потратили 15, то в этом году достаточно существенно выросло, почти на 50%. Это сумма, что предъявляет высокие требования к тому, чтобы реализация национальных проектов с такими объемами средств была проведена достаточно ответственно, успешно и вовремя в этом году. Валерий Алексеевич, вообще из чего, из каких показателей, из каких основных доходов вообще складывается, наверное, республиканский бюджет? Государственный бюджет, да, он состоит в основном из двух основных частей. Это собственные наши налоговые и неналоговые доходы. В этом году мы прогнозируем на уровне 122 миллиарда рублей. И остальная часть – это безвозмездные поступления из федерального бюджета. В том числе, я уже сказал, в 23 миллиардах нацпроектов 19 миллиардов – это средства федерального бюджета и фонда содействия ЖКХ по переселению граждан. А в доходах наших собственных налоговых доходов, конечно, занимает основную часть это налог на прибыль, порядка 38 миллиардов. А налог на доходы физических лиц, он достаточно существенный, у нас тоже 27 миллиардов. Налог на добычу полезных ископаемых, поскольку у нас экономика все-таки в основном представлена горнодобывающей промышленностью. Это порядка 20 миллиардов. И налог на имущество организации тоже существенный, он порядка 16 миллиардов. Кроме того, дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности, которая представляет из федерального бюджета, в этом году она выше, чем в прошлом году из федерального бюджета, на 5 миллиардов с лишним, и составит 51 миллиард рублей. Это вот такие укрупненные объемы доходов нашего государственного бюджета. Ну и наверняка будут внесены какие-то поправки в бюджет в целях реализации послания президента страны. Да, безусловно, один из самых значительных объемов, которые Министерство труда и социального развития нашей республики уже расчеты ведут с Министерством труда Российской Федерации, это ежемесячная выплата семьям с детьми для детей от 3 до 7 лет.
Эта сумма, предполагается, будет выше 2,5 миллиардов рублей, но значительная часть ее будет предоставлена с федерального бюджета. Наш объем софинансирования составит порядка 300 миллионов рублей, и уже сейчас первые корректировки мы закладываем 170 миллионов рублей на решение этой задачи софинансирования из федерального бюджета. Кроме того, ведутся расчеты и по увеличению материнского капитала. То, что в послании президента было сказано, это 447 тысяч рублей при рождении первого ребенка. При рождении второго ребенка у нас также увеличение идет до 660 тысяч рублей. Эти объемы, сейчас ведутся расчеты по всем субъектам, они будут предоставлены с федерального бюджета. Также, вы знаете, там будет за классное руководство, по нашим расчетам где-то 5 тысяч рублей за классное руководство. Да. Это тоже будет средства из федерального бюджета. Вы знаете, что сейчас изменения федерального закона о федеральном бюджете уже приняты, и мы сейчас ждем распорядительных актов самого правительства Российской Федерации, распределения субъектов и получения этих средств. Ну, уже не первый год проводится публичное обсуждение проекта закона о бюджете. Да? Насколько вообще активны общественники, граждане, да, вот как раз-таки вот в этом процессе, да, и как в целом можете, наверное, характеризовать финансовую грамотность якутян? Да, безусловно, одним из требований при рассмотрении бюджета на каждый цикл мы проводим публичные слушания. Кроме того, в рамках повышения финансовой грамотности, бюджетной грамотности у нас проводится достаточно много мероприятий. Эти мероприятия проводятся в рамках стратегии финансовой грамотности, принятой Минфином Российской Федерации еще в 2017 году. Кроме того, эта концепция была поддержана Центральным банком Российской Федерации, и на данный момент мы реализуем комплекс мероприятий по повышению финансовой грамотности. Надо сказать, что республика с 2012 года проводит мероприятия, такие как ярмарка финансовых и социальных услуг, она традиционно у нас в апреле происходит, где банковские, страховые компании, пенсионный фонд, управление соцзащиты, Министерство строительства проводит широкие консультации для граждан, где можно получить доступные финансовые и социальные услуги. Кроме того, мы проводим неделю финансовой грамотности в рамках Всероссийской недели сбережения, это осенью. И мы проводим лекции, занятия как в школах, так и в вузах и среди населения. Надо сказать, что по итогам всероссийского конкурса, который проводился осенью 2019 года, он ежегодно проводится, наши мероприятия получили дипломы первой степени, второй степени. Например, в этом году мы будем проводить уже 8-ю телевизионную олимпиаду среди школьников по экономике финансов. И вот это мероприятие у нас получило в конкурсе диплом первой степени. Ярмарка финансовых услуг, диплом второй степени. Кроме того, мы проводим конкурс сочинений среди школьников «Я и финансы». В этом году мы планируем создание Центра финансовой грамотности, который бы объединил все усилия и наших вузов, и Министерства образования, и отделения Национального банка Республики Саха-Якутия в проведении мероприятий финансовой грамотности. А не обсуждается ли, например, такой вопрос с другими министерствами, как, например, к примеру, введение в школах урока такой финансовой грамотности, на постоянной основе, предположим, хотя бы раз в неделю? Да, абсолютно правильно. Министерством просвещения Российской Федерации уже разработаны такие методички, материалы по уроку финансовой грамотности. И вот в этом году мы хотим как раз усилить действия Министерства образования Республики Саха-Якутия о введении этих часов, поскольку методички уже разработаны, курсы есть, отработаны, чтобы мы ввели эти часы в большей степени уже, уроки финансовой грамотности в наших образовательных организациях. Более того, есть такие уроки и для дошкольных организаций, для детских садиков. Так? И мы действительно сейчас упор большей частью делаем на школьников, на студентов. Вот сейчас в апреле будет проводиться неделя
вернее, финансовый фестиваль, так называемый региональный финансовый фестиваль, на базе нашего финансово-экономического колледжа имени Фадеева, который в прошлом году проводил. Там будет порядка 20 игровых и познавательных зон, и мы приглашаем наших граждан на этот фестиваль, где будут проведены и игры для детей, для родителей будут проведены консультации, будут различные мероприятия и мастер-классы вот на базе финколледжа. Это мы проводим второй раз так называемый финансовый фестиваль. Кроме того, он назывался еще и семейный фестиваль. Мы уверены, что будет там действительно интересно, самое главное, познавательно. Но вот мы знаем, что существует еще и рейтинг финансовой грамотности. Вот какое место, да, какую позицию занимает Якутия? Да. В 2018 году впервые Национальное агентство финансовой информации по поручению Минфина России провели опрос по всем субъектам Российской Федерации и присваивали рейтинги финансовой грамотности. Впервые это было. Ну, рейтинги там делились на 5 позиций, начиная А, Б, С, Д, Е. К сожалению, по опросу вот по республике Саха-Якутия у нас получился рейтинг на уровне D, так называемый, то есть чуть ниже среднего. Это еще раз говорит о том, что у нас востребовано. При этом финансовый рейтинг он состоял из основных 3 показателей. Первый – это знания, то есть оценка знаний. Второй показатель – это навыки работы с финансовыми услугами. Так, и третий – это распознавание так называемых угроз, да, финансовых пирамид. И вот по, например, показателю навыки и умения, то есть работа в электронными системами, удаленными системами платежей, наши граждане показали на самом деле уровень выше среднего российского. А вот по первому показателю знаний у нас были ниже среднего российского уровня показателей. Так? Ну и, конечно, третья задача – это ограждение наших граждан от недобросовестных поставщиков финансовых услуг. То есть получается, что такая своеобразная теория, практика и аналитика, да, получилась. Но вот по поручению главы республики до конца текущего года будет создан региональный центр финансовой грамотности. Вот расскажите о нем, чем он будет заниматься, какие его вообще основные задачи. Да, Центр финансовой грамотности должен объединить все усилия, а у нас в той или иной степени, реализуя национальную стратегию финансовой грамотности, занимаются и федеральные структуры, и управление Федеральной налоговой службы, и управление Роспотребнадзора, и управление соцзащиты, Министерство образования, Северо-Восточный федеральный университет, отделение Национального банка Республики Саха-Якутия. То есть каждый в своей области ведет эту деятельность. Центр финансовой грамотности призван объединить эти все усилия, создать единый координирующий орган для того, чтобы уже на постоянной основе проводить все вот эти мероприятия, направленные на повышение финансовой грамотности. Валерий Алексеевич, большое спасибо вам за участие в нашей программе. О бюджете республики, о финансовой грамотности населения мы сегодня говорили с министром финансов Якутии Валерием Жандоровым. Корреспонденты Якутии 24 следят за развитием главных событий. Оставайтесь на канале, не переключайтесь.